Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В этом году в республике, как и по всей стране, вводится ряд новых мер социальной поддержки семей, администрируемых Социальным фондом страны. С 1 июня отделение Социального фонда России по Якутии начнет принимать заявления на получение семейной выплаты. Для кого предназначены выплаты и как получить данную меру поддержки, мы сегодня поговорим с нашей гостьей в студии Мариной Герман, управляющей отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по республике Саха-Якутия. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с самого главного, кто все-таки может претендовать на данную выплату? Вначале скажу, что это новая мера поддержки, да, как вы уже отметили, и следует отметить, что это не относится к стандартным налоговым вычетам. Это совершенно новая мера для семей с детьми, и она, конечно же, предназначена для семей, родители которых работают и чьи доходы облагались налогом на доходы с физических лиц. И, соответственно, все налоги с доходов физических лиц в 2025 году, которые уплачены были родителями в 2025 году, в 2026 году мы пересчитаем из 13, вместо 13% 6%, а 7% налогов на доходы физических лиц вернется родителям. Вот поэтому она и называется семейная выплата, да, или еще ее называют налоговый кэшбэк. Значит, кто может претендовать на эту выплату? Это работающие родители, граждане Российской Федерации, и дети должны быть гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Российской Федерации. Значит, это родители, усыновители, опекуны, попечители также могут претендовать на эту выплату, имеющих 2 и более детей. Как раз-таки эта мера охватывает не только многодетных, да, многодетные у нас считаются от 3 детей, но и семьи, которые имеют 2 и более детей. Возрастной ценз детей — это так же, как и по единому пособию, это до 18 лет. Иждивенцы, да, и если очно обучается ребенок, то у него, значит, возраст до 23 лет по обучению очно. Марина Евгеньевна, а играет ли роль то, в какой форме родители трудоустроены? Ну, я понимаю, что есть СТД, там, ГПХ, вот, трудовой договор. Есть самозанятые, которые зачастую, мимо всех этих выплат, к сожалению, что называется, пролетают. Самозанятые тоже претендуют. Совершенно справедливый вопрос, потому что самозанятые могут также иметь доходы, с которых уплачивались, да, с которых нет, как раз-таки доходы, с которых уплачивался налог на доходы с физических лиц. Если самозанятые осуществляют свою деятельность и не получали доходы, с которых был удержан налог на доходы с физических лиц, то они не могут претендовать на семейную выплату. И это очень важно понимать. А те, которые на общей системе налогообложения, да, у нас есть и крестьянские фермерские хозяйства, родители, работающие, да, в таких организациях, крестьянских фермерских хозяйств, то, конечно, они могут претендовать. Еще важным критерием является отсутствие задолженности по алиментам. Это тоже очень существенный момент, который надо знать родителям, которые будут подавать заявление на семейную выплату. К слову, играет ли уровень дохода семьи на получение выплаты? Если да, то в каком размере? Да, играет. Здесь также проводится комплексная оценка нуждаемости семьи, так же, как критерии те же, как по единому пособию. Давайте я сразу на примере расскажу, чтобы было понятно. Например, семья проживает в городе Якутске, состоит из 5 человек, 2 родителя и 3 ребенка до 18 лет. Общий годовой доход семьи 1 миллион 380 тысяч, да, делим на 5 человек, делим на 12 месяцев, и на одного человека выходит это 23 тысячи рублей. Это ниже 1,5-кратного прожиточного минимума в городе Якутске. В городе Якутске прожиточный минимум у нас, 1,5-кратный прожиточный минимум за 2005 год составляет 39 361 рубль. Соответственно, семья может претендовать на семейную выплату. Но опять-таки здесь должна быть проведена оценка, мы говорим о комплексной оценке, поэтому нуждаемость будет определяться еще и из имущественных критериев. Да? То есть
Если у семьи один дом, одна машина, да, и другого имущества нет, маленький земельный участок, то, в принципе, они могут претендовать на семейную выплату. Но если уже несколько домов, несколько квартир, там уже будет определяться, так же, как по единому пособию, ограничение. Например, по квартире это должно быть не более 24 метров квадратных на одного члена в семье. Вот опять-таки из нашего примера, если мы берем семью из 5 человек. То есть в любом случае критерий оценка нуждаемости, она будет проведена так же, как по налоге по единому пособию. И проводится она, насколько я понимаю, автоматически специалистами СФ. Совершенно верно, да. И никаких дополнительных документов от заявителей мы не требуем. По межведомственному взаимодействию мы со всеми организациями получаем все необходимые сведения. Марина Евгеньевна, мне вот стало интересно. Значит, тут 1 300 800 условно, семья из 5 человек. Я так понимаю, это семья, которая живет в одном доме. Да, совершенно А верно. если вот, допустим, у семьи несколько домов, как посчитать, какое имущество, сколько она в итоге получит этого налогового кэшбэка? Нет, определяется нуждаемость, опять-таки, то есть расчет это сам по себе, но потом еще кто может претендовать, вот критерии нуждаемости. Это получается для них это такая очередность, собственно. Не очередность, а право, именно право. Вот вы, Марина Евгеньевна, упомянули семьи, которые выплачивают алименты одного из родителей, а могут ли, если, вот, допустим, родители в разводе, и каждый из них, кто-то из них, допустим, выплачивает алименты, могут ли они оба подать на эту выплату? Здесь мы говорим, что каждая, например, семья, один работает только родитель, и каждый работающий родитель, имеющий 2 и более детей. Например, если родители в разводе, есть другая семья, и, конечно же, считаются все дети. А если, вот, допустим, единственный родитель, который воспитывает ребенка один, и как ему быть? Опять-таки проводится, он тоже может претендовать, если уплачивался налог на доходы с физических лиц в 2025 году, и, соответственно, подает заявление, опять-таки, иметь 2 и более детей до 17 лет. Марина Евгеньевна, я думаю, всех еще интересует, помимо того, кто имеет право получать эту выплату, претендовать на нее, еще и то, в какие сроки происходит начисление. С 1 июня начинается прием заявок, когда можно будет уже, собственно, получить эту выплату. Сколько занимает процесс? Процесс занимает, сразу скажем, что не ограничивается 1 июня, да, у нас срок подачи заявления с 1 июня и до 1 октября. То есть можно не торопиться, самостоятельно провести оценку, да, чтобы не было отказного заявления, и уже подать заявление не спеша. Значит, сроки рассмотрения, как обычно, это у нас в пределах 10 дней, но если потребуются дополнительные какие-то подтверждающие документы, мы продлим еще на 20 дней. В целом в комплексе заявления рассматривается не более 30 дней. И, конечно же, оценка будет даваться, еще раз повторюсь, исходя из комплексной оценки нуждаемости семьи. А есть ли какие-то еще препоны, причины для отказа, помимо задолженности по алиментам? Как таковых нет. Критерии я уже сказала, что это должны быть граждане Российской Федерации, да? И если более 18 лет, то ребенок должен обучаться по очной форме обучения. Марина Евгеньевна, а если гражданин условно оформил эту выплату, получил ее, более того, не лишится ли он права на единое пособие или на получение от капитала? Совершенно правильный и справедливый вопрос. Все выплаты, которые получают наши получатели по единому пособию, они никак не повлияют, потому что они не включаются в оценку, в критерии оценку и в совокупный доход, среднедушевой доход семьи. Еще раз давайте мы поговорим о том, что если с 1 июня начинается уже под 1 октября, вы сказали, прием заявлений, можно ли получить выплату и в следующем году? Или это разовая акция только на 26-й? Эта выплата, семейная выплата, она будет ежегодная. И следует помнить, что выплата за 2025 год
возвращения вот этой выплаты, да, 7%, она положена только в 2026 году. В 2027 году будет уже действовать другая выплата, с доходов которых были удержаны в 2026 году. То есть за 2025 год семейная выплата должна быть возвращена в 2026 году. Ну и так далее по нарастающей, Да, в 27 совершенно уже за год текущий. Марина Евгеньевна, мне стало интересно, а вот что делать, если оба родителя подают заявление, которые причем живут в одной семье, не в разводе? Могут ли каждый из них получить выплату? Да, каждый из родителей может претендовать на семейную выплату. И причем сумма будет у каждого разная, потому что сумма уплаченных в 2025 году, налог на доходы с физических лиц, она, конечно же, разная. То есть при Каждый том, что родитель. общий душевой доход, вот этот 1 380 000, Да, условно, о котором да, мы сегодня говорим, но совершенно выплата у верно. всех членов семьи У каждого будет своя. будет а бабушки с дедушкой, если работающие? Если работающие, у них же дети никак не до 18 лет. Я все варианты перебрал. Хорошо. Марина. В заключение, где еще можно, время до 1 июня остается совсем немного, где можно дополнительную информацию получить, на каких ресурсах? Основные, мы сегодня говорим о том, что нужно пользоваться только официальными каналами. Это сайт Социального фонда России, наши каналы это в МАКСе, информация вся. Ну и через средства массовой информации мы проводим информирование населения. Также можно всю информацию получить по единому телефону 8 800 102 0001. Клиентские службы наши по всей республике готовы осуществлять и консультировать прием всех заявлений. Да, еще отмечу, что заявление можно подать с 1, еще раз подчеркну, с 1 июня по 1 октября на портале государственных услуг. Она уже будет реализована. Да, эта функция заявления будет видна с 1 июня. Также можно подать через МФЦ и через наши клиентские службы. Ну что ж, будем ждать и наблюдать за тем, как идет реализация этой семейной выплаты. Тем более это приурочено она к празднику, ко Дню защиты детей, как никогда актуально. Марина Евгеньевна, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Мы смотрели актуальное интервью. До встречи.